При въезде в Магаз установили большой монитор, на котором транслируют бои из Санкт-Петербурга. Жители Ингушетии стали собираться здесь задолго до начала поединка между Абукаром Индиевым и Александром Бутенко. Со всей республики приехали как фанаты спортсмена, так и просто болельщики поддержать своего земляка. Я с друзьями приехал сюда поддержать нашего земляка. Даллендер, надеемся, выиграет. Он должен выиграть. Ну, конечно, в любом случае собраться с ребятами, все вместе, дружно болеть за него. Хоть и холодно, но, как видите, собрались здесь люди. Будем болеть, смотреть. Наша республика славится своими спортивными достижениями, но у нас еще не было пояса М1, который может завоевать наш боец Абукар Индиев. И болельщики ждут не дождутся этого титула. Мы все ждем этот пояс. Как-то будет в любом случае приятно, что первый ингуш. У нас очень много медалей в копилке спортсменов разных, олимпийских, все. Чемпиона мира есть, Европы, но именно пояса М1 пока не было. Абукар Индиев готовился к бою усердно, к тому же дольше обычного. Основной трудностью была сгонка веса, когда перед взвешиванием необходимо уложиться в установленный норматив веса. 12 килограммов у меня, с 82 на 70 решил согнать. Нелегко. Есть трудности, без этого никуда. Но пояс меня мотивирует, конечно. И вот, наконец, наступает этот волнительный момент. Абукар Индиев выходит в рейдж под национальную песню «Галгайчи». Болельщики замерли в ожидании. Волнуются все, кроме Абукара. Он ведет себя спокойно и уверенно. Абукару Индиеву 28 лет, мастер спорта по дзюдо. В смешанных единоборствах провел 9 боев, в которых одержал 8 побед и всего 1 поражение. Его называют настоящим специалистом досрочных побед. Бои выигрывает в первом раунде. Его противник, 29-летний боец, чемпион в легком весе из города Колпино, Александр Бутенко. Профессионал, славится зрелищными боями. До начала поединка Бутенко получает желтую карточку, так как на взвешивании не смог уложиться в норматив. Несмотря на то, что соперник превысил допустимый вес, Индиев не отменяет бой. И вот начинается долгожданный 5-раундовый поединок. Не прошло и 10 секунд, и вот что делает наш земляк. Мощным ударом в правый Абукар валит с ног соперника и добивает чемпиона акцентированными ударами. Противник пытается защищаться, целый шквал мощнейших ударов сыпется на его голову. И вот судья вынужден вмешаться и остановить бой. Победа! В этот момент болельщики не могли сдержать эмоций. Зрители переполняло чувство гордости за земляка ингуша Абукара Индиева. Техническим нокаутом Абукар Индиев побеждает в бою, который длился всего 1 минуту, и тем самым становится новым чемпионом М1 Challenge. Вот он, стиль Индиева, быстро и мощно. Он не оставил сопернику Александру Бутенко ни единого шанса. И такой блестящей победой Индиев доказывает всему миру, что он достоин чемпионского пояса. Все люди, которые тут стояли на этом холоде и болели за своего брата, что это было не зря, он оправдал все надежды. Мы очень рады, что он выиграл, и будем надеяться, что так и будет всегда. Соперник был, конечно, очень серьезный, но раунды увидели, он продлился буквально пару секунд. Что можно сказать? Абукар Индиев — это ингуш, великий спортсмен, это все видят. Мы гордимся то, что у нас есть такой боец, который может выступить за свою республику. Мы горды, просто гордость. Болельщики не в состоянии сдерживать эмоции и на радостях танцуют лезгинку. Это первый чемпионский пояс М1 Global в истории ингушского спорта. Абукар Индиев преподнес подарок своей семье и всему ингушскому народу в год 25-летия образования республики. Его победа – это закономерный результат развития смешанных единоборств в регионе. Юсуп Гелисханов, Руслан Албагачиев, Адам Далаков, Новости 24.